Самый популярный клип в данный момент это песня «Килинде». Тоже ваша авторская? Да, Да, это это наша. наша. Егиляр, а можете вот прямо сейчас акапельно исполнить эту песню? Да, конечно. Да. Килинде, килинде, килинде иркем, min seni hamanda kütem, süyüp itu canım мәңгілік, яшік жерде қадірін біліп. Дорогие друзья, сегодня с нами настоящие виртуозы своей игры, музыканты, авторы и исполнители, суперблизнецы Алмаз и Айдар Юнусовы. Салям, Егитлер! Егитлер, но самое главное, прежде чем мы сегодня начнем готовить, да и общаться, скажите, кто из вас Алмаз, кто Айдар? Я Айдар. Я Алмаз, естественно. Надо запомнить. Егитлер, ну и что за чудесный подарок вы принесли? Мы принесли мед, башкирский мед. Мы приехали из Уфы, но заехали в деревню. Наша родная деревня находится между Казани и Уфой, Илишский район. Это граница Тарии. То есть родители нам наш мед передали для Руслана специально. И тыкву. Егитлер, ну раз вы принесли настоящую башкирскую тыкву, я предлагаю ее сегодня и приготовить. Начинаем? Начинаем. Алмаз и Айдар Юнусовы – музыканты, авторы и исполнители. Родились в деревне Нижнечерекулево Илишевского района Республики Башкортостан. Окончили музыкальную школу в селе Верхнеиртеево и Уфимское училище искусств по классу баяна. С тех пор участвовали в различных конкурсах и неоднократно становились лауреатами. Работали в качестве музыкантов с такими артистами, как Василя Фаттахова, Вильдан Файзуллин, Муфтадин Гелязов и в коллективе Анвара Нургалиева. Затем в Уфимском государственном театре «Нур». Алмаз и Айдар много гастролируют, снимают клипы, пишут песни, которые можно услышать в исполнении Салавата, Анвара Нургалиева, Лилианы Ирназаровой, Раяза Фасихова и многих других. Дуэт – лауреаты национальной музыкальной премии «Болгар Радиуса» и «Туган Тель Милли Премиса». Ребята, из нашей тыквы я предлагаю сегодня сделать два блюда. Первое. Мы зафаршируем нашу тыкву рисом, мясом и овощами. Отправим ее в печь. Из мякоти тыквы я предлагаю сделать суп-пюре. Отлично, давай приступим. Бисмилля. Бисмилля рахман рахим. Ну, ребят, вы у меня помощники сегодня. Кто из вас будет резать лук и морковь? Давай я займусь луком, а мясом Давай я. займется Айдар, Давай потому я что он мясом мускулистый. Ребят, это не есть надо, это все порезать Я надо. понял, Понятно, понял, да? да. Сначала порежем. Ребят, сейчас я вырезаю крышечку. Так, опа. Отлично. Открываем? Открываем, А давай. там сюрприз. Очень красиво. Итак, сейчас я почищу тыкву, Егитлер, а вы, пожалуйста, похвалитесь нашим зрителям, какие вы кулинары. Ой, насчет кулинарии похвалиться, конечно, Ну, не можем, да. нечем. Вот, наконец-то пришли честные артисты. Да, да. Говорят, как есть. Если честно, в детстве, я помню, мы часто любили ходить в гости к бабушке. Она нас учила готовить разные сладости, блинчики, чак-чак. Уже потом... Да, но после школы мы поступили в училище искусств в Уфе, и нам пришлось жить в общаге, в общежитии. Там И- еще готовили. То есть там у нас был график, какой день кто готовит, и наше фирменное блюдо было это картошка с мясом в такой Большой казан был у нас. Да. Егитлер, ну вы неплохо жили, потому что Да. у нас было блюдо просто картошка, а у вас еще Да. и с мясом. То есть фарш это было где-то один раз в неделю. По праздникам. Да. По праздникам, да. Во время учебы мы еще готовили, а потом, как уже окончили институт, мы перестали готовить. Теперь нас кормят наши жены. Егитлер, ну давайте пользуясь случаем уж вашим женам пламенный привет из Татарстана передадим. Да, из Татарстана пламенный привет моей жене Азалии, моей жене Айгуль. Зур салям сізге Қазаннан. Да, да. Кстати, Егитлер, расскажите нашим зрителям, когда ваш дуэт братьев-близнецов стал известным, вот таким творческим? Ну, сначала он был известным в Башкортостане, в Уфе. Первое, Ну, я имею в виду детство. Вот, эти детство. времена. Первое наше выступление было, сейчас скажу, где-то
Нам было Нет, в 98 году, это был год семьи в Башкирии, мы участвовали в конкурсе близнецов и дошли до финала. Нам было где-то 11-12 лет, и мы выступили в этот год перед президентом. Да, Башкирии. я Да. помню, там нам подарили фотоаппарат, и этот фотоаппарат до сих пор сохранился, такой пленочный. Пленочный, Мы да. были очень счастливы, для нас была такая честь. Первый раз знакомство с музыкой у нас было, наш дедушка играл на баяне, Баяне. он хорошо играл, бабушка пела, мы смотрели, любовались. То есть они были для вас примером, да? Да. Еще у нас мама очень красиво поет, она учительница, то есть она участвовала во всех мероприятиях, которые проходили у нас в деревне. То есть, а мы с Алмазом поем с 3 лет. Мы Первые наши зрители — это гости, к нам приходили гости. с конфетами приходили. Да, и мы Вставали на диван. вставали на диван, и диван — это наша первая Это сцена сцена, такая, да. И наши первые гонорары — это конфеты. И вот так С тех пор мы поем. мы поем. А вот первый музыкальный инструмент, который в руки взяли, какой был у вас? Это баян, Это, да. конечно же, баян. Дедушка... Баян дедушка, он был такой зеленый, Тула 202. Один на двоих? Да, Один один на на двоих. двоих. Он подарил нам свой баян, сказал: «Уларым, Играйте». играйте, да. И я с одной стороны, Да, я Айдар с с другой другой стороны. стороны, один баян Начали тянули. тренироваться. Да, И да, потом, когда мы учились во 2 классе, наши родители отдали нас в музыкальную школу. Районный центр, это где-то 10 километров от нашей деревни находится. Верхняя Иркеева. Да, И Верхняя. тогда нам уже купили 2 баяна, и тогда мы уже с Айдаром не дрались. Да. Но сегодня вы баян принесли с собой? Да, конечно. Тогда сыграем, Егитлер? Сыграем и И споем. споем. Хотим куплетик спеть, это будет наша первая песня. Да, первая песня, которую мы сочинили с братом, то есть слова написал Алмаз, я написал мелодию. Последующим... Вы еще и сами пишете, авторы исполнители, между прочим. Последующим эту песню спел Сам Салават Закиевич, Подкатинов. Давай, споет. Да. Гомерлер бирелеген бергене, Синаның кадерен белгене, Шатлыклары килселер сирек, Димәк дөрес яшәргә кирәк. Гомерлер үтәләр тизгене, Авыр мизгелләргә түзгене, Тормышта сөенеп җан атып, Яшик бу дөньяны яратып. Гомерлер үтәләр тизгене, Авыр мизгелләргә түзгене, Тормышта сөенеп җан атып, Яшик бу дөньяны яратып. Егида, продолжаем готовить наше блюдо. Так, надо обжарить сейчас будет сначала мясо, а потом уже добавим туда и морковь, и лук. Так, прошу, маслица. Я начинаю жарить мясо. Бисмилля. Так, сковородочку мы разогрели. Ах, хорошо, молодцы, Егитлер. Так, основа для нашей, так скажем, каши готова. А внутренности, Егитлер, раскрою секрет, мы сейчас отправим в духовочку, где наша тыква немножко запечется. Егитлер, расскажите, пожалуйста, вот в общей сложности на скольких музыкальных инструментах вы играете? Ну, если честно, Руслан, я даже не считал. Тогда, пожалуйста, маслица. Давай посчитаем. Давай посчитаем. На клавишах, на гитаре, на баяне, на тальянке, На балалайке мы еще играли. на балалайке. Курай, как курай. Да, Губная татарский. гармошка. Губная гармошка. Ну, Хромка. Гармошка. ну, я пока 9 штук сосчитал. Нормально? Нормально. Скажем в эфир 10. Ребят, расскажите, пожалуйста, в какой момент вы обнаружили талант писать музыку и стихи? Ведь исполнять песни каждый может. Да. А вот, чтобы, как татар говорит, пришел Ильхам и все это написать, поделитесь секретом. Я помню, в 9 классе это была зима, у нас в деревне такая прекрасная природа. Прям помню, как я шел домой из школы, и вот эта природа, она вдохновила, и я пришел домой и написал стихи. Это было про зиму, и потом на нее сочинил музыку. Это было, я помню, первое мое такое вдохновение, первая моя песня была. А я свою первую песню написал не зимой, а весной.
Да. И с этого все и началось. Да. А вот ваши песни, кроме Сала Закича, какие-то известные исполнители исполняли? На данный момент исполняет Рифат Зарипов, Раис Фасихов спел еще, Анвар Нургалиев много песен у нас. Гитара, а не жалко вот песни-то отдавать? Ну, эту же песню будет народ слышать. Хороший певец донесет это своим голосом. Да. Песня заживет. как Будет можно песня сказать. жить, она будет везде Да, крутиться. песни и- нам хватает и своих песен. Вот сейчас была минутка скромности от Алмаза и Айдара. Это молодцы, честно, ребята. это Конечно, молодцы. Так, все у нас здесь готово, Игорь, позвольте я проверю. Давай, Все-таки сегодня я ответственный за блюдо. Давай. Так. Шедеврально. Так, Ой, спасибо я большое. сейчас все это буду добавлять потихонечку, да, Игорь? А вы возьмите все-таки в руки гармошки и что-нибудь давайте сыграем. Ну, я хотел спросить, Игорь, вы, кстати, только татарские и русские композиции играете или что-то еще вот? Хотя строй итальянки ограничен, тут пентатоника, но мы можем продемонстрировать Да, попробуйте сыграть. неаполитанскую мелодию «О соле мио». Уже интересно? Правильно, молодцы, Игорь. Не убирайте, пожалуйста, ваши инструменты, расскажите, откуда такая роскошь? Кто подарил? Нам не подарили, мы сами приобрели. Мы заработали. Да. Эти итальянки, наверное, столько лет им, как и нам. Где-то, 3 десятилетия. Они достаточно старые и достаточно хорошо Вот сохранились. я и хотел сказать, что тут прямо раритет такой. Да, раритет, да. Да, мы нашли эти итальянки в Уфе у одного дедушки. Да. Они сразу нам понравились. Он и- долго не хотел отдавать. Нет, он наоборот, Он как раз, хотел да. отдавать, чтобы играли на них, чтобы зрители, чтобы люди видели такие итальянки, чтобы национальная музыка жила, чтобы Да, татарский колорит радовал. Но сейчас, немногие играют на итальянках, молодежь особо не интересуется, а мы увидели эти гармошки и сразу же влюбились. Ну а сейчас нам надо будет красиво также завершить формирование нашего блюда и отправить тыкву в печь. Прошу, так, Давай. добавляем рис полностью. Добавляем рис. Да. Потом немножечко, я думаю, можно растительного маслица. Масло налью, да, немножко? Да, здесь у нас, посмотрите, ароматненько обжарилось мясо. Игорь, наверное. пахнет. Кстати, диск-то у вас есть сольный? Сколько их? Да, есть. У нас сейчас, посчитаю, где-то 4 диска альбома мы выпустили. Сейчас готовится 5-й альбом, то есть уже с новыми песнями. Вот, скоро будет... Ну и да. скоро будет 5-й. Да, Игорь, скоро будет 5-й. а как же без клипов? Клипа есть? Есть, да, тоже 5 клипов у нас получается. Игорь, какой самый популярный клип? Сейчас же вот все как бы считается просмотрами на Ютубе или на других каких-то каналах. Самый популярный клип в данный момент это песня «Килинде», клип и песня, я не знаю, сколько там просмотров. Так, давай, маслица, давай Последний немножко. раз не И смотрели, сколько водички. просмотров, но достаточно долго Всё, да, хватит. мы ротировали по музыкальным телеканалам Татарстана. Сейчас он набрал большую популярность у И молодежи. занимал достойные места Это В хит-парадах. в хит-парадах. Тоже ваша авторская? Да, Да, это это наша. Игорь, а можете вот прямо сейчас акапельно исполнить эту песню? Да, конечно. Да. Kilinde, kilinde, kilinde irkem Min seni hamanda kütem Sübit u canım мәңгілік Яшік жерде қадірін біліп Игорь, 5 баллов. Ну что ж, а мы сейчас... Заметно, как я у тебя забрал тыкву? Да. Накрываем крышечкой и отправляем блюдо номер 1 в печь, где, уверен, она очень вкусно приготовится. А после небольшой паузы мы приготовим еще одно блюдо – крем-суп из тыквы. Тыква, запеченная с мясом и рисом.
С тыквы срезали крышечку, очистили и вынули мякоть. На растительном масле обжарили нарезанное брусочками мясо и добавили измельченный лук и морковь. В тыкву первым слоем добавили отваренный до полуготовности рис, затем мясо, сверху снова слой риса. Посолили, поперчили, добавили воды, закрыли крышечкой и запекли в печи. Программа «Секреты татарской кухни» вновь вместе с вами, дорогие друзья. И напоминаю, сегодня два замечательных, талантливых близнеца у нас в гостях. Это Айдар и Алмаз Юнусовы. Спасибо большое еще раз, что приехали. Первое блюдо мы уже отправили в печь. Тыкву мы зафаршировали, можно так сказать, да? Да. Рисом и вкусным мясом. Ну а сейчас мы попытаемся сделать суп-пюре. Отлично. Что для этого нужно? Египетяр, вы не поверите. Для этого вновь нужно порезать лук, морковь и еще чеснок. Отлично. Все мелко-мелко, Сколько? потом мы все это будем обжаривать. 3 Хорошо. штуки хватит? Египетяр, я вам доверяю. Также мы ароматно запекли тыкву Да, в духовочку. шикарно. Да, к ней мы вернемся чуть позже. Египетяр, хотелось бы у вас спросить про, действительно уже нашумевший и в Башкирии, и в Татарстане проект близнецов, вот этот грандиозный фестиваль, праздник, конкурс. Да, это проект «Игзекляр шоу», «Близнецы шоу». Мы его придумали 2 года назад в Уфе. Мы собрали туда самых талантливых близнецов. И сейчас, пользуясь случаем, можем позвать, если нас смотрят талантливые близнецы, танцоры, певцы и так далее. Мы вас приглашаем в свой проект. «Игзекляр шоу» будет в Казани. Приходите. Очень интересный проект. Да, мы еще гастролируем по Республике Татарстан, по Башкортостану и других регионах России. То есть... Присоединяйтесь, даже если вы из другого города, да? Да. У нас есть возможность увидеть хотя бы дуэт близнецов. Египетяр, что еще споем? Споем сейчас нашу любимую песню, которую написали, то есть очень свежую композицию. То есть «Гумеригиз болсын бәхетлі, бәхетігіз болсын гумерлі» называется. С удовольствием послушаем. Yıl артынан yıllar ötse de, ömür yumğaqların sürtse de, көңілігіз қалсын яшілікте, ömür урталар жетсе de, ömürігіз болсын, ömürігіз болсын, ömürігіз болсын, бәхетлі, бәхетігіз болсын, бәхетігіз болсын, бәхетігіз болсын, ömürlі, ömürігіз болсын, ömürігіз болсын, ömürігіз болсын. Бәхетігіз болсын, бәхетігіз болсын, бәхетігіз болсын, гомерлі. Египетяр, но песни песнями, а блюде забывать нельзя. Поэтому сейчас обжариваем лук, прошу. Прямо там у нас в сотейнике. Затем добавим чеснок и морковь. Потом тыкву запеченную. Зальем все сливками. И все это... Пробьем блендером. А дальше посмотрим. Так, прошу, давай сначала лук. Сначала лук. Давай мне. Египетяр, в последнее время такая тенденция, не то в последнее время, наверное, она всегда была, когда популярные башкирские артисты, неважно, башкиры, татары, начинают свой путь в Уфе, в Башкирии, а потом перебираются в Казань. Да, есть такая тенденция. Вот я думаю, то, что вы сегодня здесь, на ТНВ, ведь это, наверное, первый шаг уже. Да, все равно охота всегда ехать в Казань, потому что Казань — это центр татарской культуры, вообще татарского мира. Поэтому в Башкирии мы уже 5 лет творим. Охота познакомиться с новой публикой, чтобы публика познакомилась с нами, с нашим творчеством. И поэтому мы здесь. Итак, сейчас мы все это с помощью блендера, чтобы получилось у нас пюре. Посмотрите, ребят, какая у нас получилась однородная масса. Сейчас добавляем сливки, весь стакан. Так, Бисмилля. бисмилля рахман рахим. И еще раз тщательно смешиваем. Затем мы все это еще немножечко подогреем и будем накрывать на стол. Крем-суп из тыквы. Нарезанную кубиками тыкву посолили, поперчили, сбрызнули растительным маслом и запекли в духовке. В сотейнике обжарили лук, чеснок и морковь до золотистого цвета. Добавили тыкву, жирные сливки, посолили, поперчили, довели до готовности и превратили в пюре с помощью блендера. Егитлер,
Посмотрите, пожалуйста, какой красивый стол у нас получился. И все это благодаря кому? Вам. Благодаря волшебной тыкве, которую вы привезли. Египет, молодцы, давайте похлопаем друг другу. И скорее будем пробовать. Предлагаю на первое суп-пюре. Суп-пюре Из пробуем. тыквы, бисмилля рахман рахим. Так. Никогда не Классно. думал, что такой может быть вкус у тыквы. да. Впервые кушаю суп-пюре из тыквы. Классно. То есть надо... А я впервые слышу столько комплиментов вроде бы обычному супу из тыквы, но приготовлен в необычных музыкальных условиях. Поэтому, Египет, вы тоже причастны к этому кулинарному шедевру. Молодцы. Очень вкусно. Башкирская тыква. Возьмите на заметку, кстати, этот простой рецепт. Ну а сейчас наше чудо-тыква, которую мы поставили по центру нашего стола. Так, бисмилля рахман рахим, попробуем, что же получилось. Напоминаем, мы это готовили в печи. Отлично. Супер. Получилось очень хорошо. Сочно, прям пропиталась такой тыквенный аромат. Прям даже не скажешь, что это приготовлено в тыкве. Ребят, для таких ценителей вкусных блюд я могу готовить каждый день. Поэтому приезжайте в гости почаще. Заказывайте тыкву. Заказывайте тыкву. Я надеюсь, в следующий раз привезете целого барашка. Египет, вот как наша программа начиналась с красивым звучанием татарской тальянки, так мы ее и закончим. Судья Бигзур Рахмет, до новых встреч. Рахмат, Руслан, за приглашение. Спасибо большое. И за вкусные блюда. Египет, приезжайте почаще в гости. Бер ике иш! Айдар Алмаз Юнусовы! Руслан Шарапутдинов, говорим вам салам, Руслан. Это была программа «Секретной татарской кухни». У нас всегда весело и вкусно. Гитар, пошли! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.